гости, мы в сердце прославляем наш народ, семью сегодня величаем. И всем, кто радуется и поет, любви и счастья желаем. Не для меня другой любви, нет мне покоя, нет мне на земле без белой речки выпить. Здравствуйте, гости дорогие! Добрый вечер, друзья! Позвольте именно так вас называть, невзирая на возраст и ранги. Сегодня наши гости – семьи. Эти семьи объединяют людей разных по возрасту и стажу семейной жизни. Но главное, что их объединяет – любовь к жизни, желание творить. И в том, что царят в них радость, уют, добро, понимание, что детям в этих семьях спокойно и надежно, во многом заслуга Его Величества творчества. Приветствуем всех гостей и зрителей на республиканском смотре семейного художественного творчества «Родники семейного счастья». Сегодня к нам приехали семьи со всех концов республики Коми. И хоть в Печоре еще властвует зима, а в Прилузе уже весна вступила в свои права, несмотря ни на какие климатические преграды, А также географические и метеорологические. Все гости сегодня здесь у нас, на Книжпогодской земле. Первооткрывателями сегодняшнего праздника является семейный ансамбль Поповых. Сестры Елена, Надежда, Вера, Роза родились и живут в Троицко-Печорске. С детства от родителей они переняли любовь к трудолюбию и рукоделию. От матери и отца перешла и любовь к песне. Любимые в семье народные песни, коми и русские, лирические и задорные, в которых отражается жизнь целых поколений людей-тружеников. Семейный ансамбль Поповых был участником первого республиканского смотра семейного творчества, который проходил 20 лет назад. 3 года назад у жителей Троицко-Печорска был настоящий праздник. На сцене Дома культуры многочисленная семья Поповых давала большой семейный концерт. Сестры Поповы, а в Троицко-Печорске их называют просто сестры Васильевны, говорят о своем творчестве так. Песня радует и молодит наши души. В ней мы черпаем новые силы и бываем очень счастливы, если нам удается передать зрителям то, что чувствуем в песне мы сами. Все наши добрые традиции мы стараемся передать нашим детям и внукам, а их у нас 32. Ну что ж, не будем вас долго томить и приглашаем на сцену сестер Васильевных и их детей и внуков. Встречайте! Жизнь наша такая вот, радость, паскаль берет, радость в радости поем. Развеем грусть твою, умей песнею. Раз я был юг на сторону, давала петь, все кошон был вечером, сальмем
наш частушечный запев. Приехали планету, чтоб попеть, потанцевать, платить сестер. И наши дочки Еще в парке внучат. Победы поклонимся всем дедам. Обещаю, мать Россию я в обиду не отдам. Все вы пели и плясали, все вы веселились, а не успели развернуться, а рекламе кончится. А вот семейный праздник, испекли мы каравай, 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 всех гостей угощаем. К выступлению готовятся гости из села Выльгород Сыктывдинского района. Ангелина Николаевна Андреева, инициатор и руководитель всего семейного песенного ансамбля. Она же руководит народным хором «Пичи Пашня». Сын Андрей – директор Дома культуры. Его жена Марина – заведующая отделом культуры Сыктывдинского района. Внучка Екатерина – большая поклонница русской песни. На республиканском конкурсе «Юрган-99» заняла призовое место. И внук Костя. Без него и веселья-то в ансамбле нет. Плясовая и застольная, бесконечная, раздольная. Лучше нет тебя на свете. Всем ты хороша. Песня вольная, как ветер. Песня русская душа. Итак, Андреевых ансамбль «Задорный» преподнесет репертуар народный. За горами, за лесами, за широкими морями в нашей коми стороне жили-были мы в селе. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой, муж так примется за шутки, А жена за прибаутки. сразу дети подбегут и частушки пропоют, бабушка им подыграет, кто семейку эту знает, их Андреевы зовут, сами спляшут и споют. Костя, Катя, Ангелина, Муж Андрей. Жена Марина. Мы из Выльгорода семья. Самый главный это я. Пусть я не умею петь, но зато могу свистеть. я же папе подбываю и ногами штуцеляю. Я же кроме балалайки не играю ни на чем. 3 струны у балалайки и ремень через плечо. я, Катюша Колокольчик. Ухну, уши зажимай и в ладоши ударяй.
басом и пляшу я кое-как. Но уж разойдусь, так часом не отделаюсь никак. Мы на праздник всех семей собирались 10 дней. Получили вашу вестку. Тут свекровь свою невестку отзывает в уголок. Дает мужу и урок. Сын отцу на кухне пляшет. Дочь для всех руками машет. Словом, мы на фестивале. Чего вы рты пораскрывали? Мы ж не начали еще. И вроде не страшили еще. Зритель слушает, глядит. Про себя он говорит: тьфу ты, дьявольская сила, эких дряней привалила. Чай их тут всего штук 5. Вот бы всех повыгонять. Только не на тех наперлись. Вы не ждали? Мы приперлись. Семья, песню запевай. Дядя Юра, начинай. Ехал Ванька с поля, ехал, песню пел. Ну! На угол задел,
теперь не женюсь. Девки в озере купались, поглядел, теперь боюсь. Каждый человек сам выбирает себе жизненную дорогу, сам творит свою любовь, а полюбив, творит свою семью по всем законам, со взлетами и падениями, победами и поражениями, муками и озарениями. Да, семья для человека много значит. Именно в семье рождается умение понимать друг друга, ощущение радости и наполненности жизни. И сейчас у вас есть прекрасная возможность познакомиться с семьей Подоровых-Евтине из села Нившера Карткировского района. Первая коми-песня «Катша-Катша» и вторая «Здравствуй, милая моя». Встречайте! Мне приятно представить семейный дуэт Качановых из Сыктывкара. Гелий Сергеевич Качанов – глава семьи, заслуженный работник культуры Республики Коми. 19 лет назад он создал ансамбль «Русская гармонь». Он автор многих песен на коми и русском языках. Гелий Сергеевич не только музыкант, но и настройщик музыкальных инструментов. Римма Павловна – верная подруга и советчица как дома, так и на сцене. Она солистка ансамбля «Русская гармонь». В исполнении дуэта Качановых вы услышите две песни: «Растет в Волгограде березка»
И вторая песня «Емельяныч». Родился в России, в березовом милом краю. У нас в каждой песне береза, береза под каждым окном, на каждой весенней полянке их белый живой хоровод. Есть в Волгограде береза, посмотришь, и сердце замрет. Ее привезли издалека, в края, где шумят костры. Трудно она прибегала к огню волгоградской земли. Так долго она тосковала о светлых лесах на Руси. Лежат под березы ребята, лучше у них расспроси. Трава под березой не смята, никто из земли не вставал. Но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним горевал. Плакал светло, как невеста, и помню навеки, как мать. И тоже родился солдатом, теперь и того не понять. Тоже родился в России, в березовом милом краю. Но где б ты не встретил березку, вспомни березку мою. Ее молчаливые ветки, ее терпеливую грудь. Растет в Волгограде береза, попробуй ее позабудь. Растет в Волгограде береза, попробуй ее Есть у нас мужик в деревне, Емельянычем зовут. Он живет в избушке древней, на работу споры крутые. Холостяк он по неволе, у него была жена, ей бы мужем быть довольной, не гулял, не пил вина. Баба жадная и злая обкупила мужика. Как он вырос, не знаю, помылем живет пока. Емельяныч, Емельяныч, что закрыл калитку на ночь, и я как будто на чай загляну к тебе на чай. Емельяныч,
чай, загляну к тебе на чай. Он высок, широкоплечий, симпатичный, спору нет. А придет домой под вечер, кто ему подаст обед, кто согреет, приласкает. А таким наш он себе не допускает. Он лапшу все жизнь, когда бросает ссоры Емельяныч на меня. А в деревне разговоры, нету дыма без огня. Емельяныч, Емельяныч, что закрыл калитку на ночь? Я как будто не на чай, загляну я на чай. Емельяныч, Емельяныч, что закрыл калитку на ночь? Я как будто не чай, загляну к тебе на чай. Емельяныч, Емельяныч, что закрыл калитку на ночь? Я как будто невзначай загляну к тебе на чай. Емельяныч, Емельяныч, кто закрыл калитку на ночь? Я как будто невзначай загляну к тебе на чай. Самая многочисленная семья на сегодняшнем празднике – это семья Пименовых из села Усть-Кулом. Самому старшему в ней, Василию Васильевичу, 74 года. Самой молодой, внучке Светлане, 10 лет. А всего артистов 17 человек. Встречайте!
Частушки. Бабуленька, бабусечка или просто ба. Так мы ласково называем нашего доброго друга, воспитательницу, сказочницу, бабушку. Статистики подсчитали, что бабушка, живущая с детьми и внуками,
в течение 1 года вымывает 13 тысяч ложек и вилок, 8 тысяч чашек, причем общий вес посуды, переносимой из шкафа на стол, составляет 5 тонн. Вы представляете? Подожди. Сегодня ты о каких-то цифрах, статистике. А у нас сегодня праздник. Ну, хорошо. Словом, бабушка – это бабушка. Но это еще и обаятельная, привлекательная женщина. Вот такая обаятельная бабушка сейчас выступит перед вами. Раиса Малафеева с внуками Дашей и Андреем. Русская народная песня «Ой, вставала я ранешенька». Встречайте! Ой, вставала я ранешенька, умывалась я белешенька. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Надевала черевички на косу и гнала свою корову на росу. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Я гнала свою корову на росу, повстречался мне медведь по лесу. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Я медведя испугалась, тотчас и бросалась. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Ой, Лидочка, Линка. Медведь, мой батюшка, ты не рони мою коровушку. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Я коровушку доить буду, малых детушек поить буду. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Ой, Лидочка, Линка моя, саду ягода малинка моя. Еще недавно с трепетом и волнением мы ждали наступления 2000 года. Этот год – ворота в новый век, в новое тысячелетие. В этом году наш народ отмечает великую дату – 55 лет победы советских войск в Великой Отечественной войне. Память, она как книга Родины хранится, где ни один абзац незаменим. Мы сами создаем ее страницы и в то же время учимся по ним. Мы приглашаем на сцену семью Степаненко из города Инты, главу семьи Виктора Степаненко, жену Нелли и сына Юрия. Кстати, сегодня у Нелли день рождения. Мы от всей души поздравляем ее с этим замечательным днем. грузовик через бурю пробьется. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло. Ведь не страшны тебе и дождь, не страх, резкий поворот, и косогор, чтобы не пришлось любимой плакать. Крепче за двора удержись, шофер.
любимой плакать, крепче за баранку держи шатер. Не страшны тебе ни дождь, ни слезы, резкий поворот и концовор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держи шатер. Через реки, горы и долины, сквозь тайгу, пургу и черный дым мы вели машины, объезжаем мины по путям, дорожкам фронтовым. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Война закончилась, но песней опаленной над каждым домом до сих пор она кружит. И помним мы, что 20 миллионов ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Небо тому
20-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес яркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий жаркий май. Их ревенцем в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Сейчас готовится к выходу очень интересная творческая семья. Я даже знаю, что в ее репертуаре есть цирковой номер с котом Барсиком. Но пока гости репетируют, я расскажу вам другую историю о моих соседках и их коте Мышкине. Однажды Катя и Манечка решили стать клоунами в цирке. Они посадили на диван Бобика, куклу Зюзю, корову Маришу из папье-маше, пластмассового крокодила Гену, немолодого желтого медведя Гришу и двух престарелых зайцев, без глаз, без хвостов и без имени, и стали веселить публику. Они нарисовали себе красной краской рот до ушей и стали хохотать, падать на пол, кривляться, пихаться и кувыркаться. Но вскоре им это надоело, и они решили показать уважаемой публике дрессированного кота Мышкина. Они положили на середину комнаты половинку сосиски и закричали: «Мышкин, не с места!» А Мышкин кинулся к сосиске и съел ее. Тогда девочки положили вторую половинку сосиски, а сами схватили Мышкина и закричали: «Мышкин, не с места!» Мышкин стал вырываться из их рук, глядя на сосиску, но девочки его не пустили. «Ты должен терпеть, глупый кот», — сказали они ему. «Если не научишься терпеть, то не будешь выступать в цирке. Понял?» «Понял», — думал Мышкин, и вырываться перестал. Но как только его выпустили, он бросился к сосиске и проглотил ее. Катя с Манечкой долго тренировали Мышкина, но он даже стал какой-то грустный и испуганный. При каждом крике он прямо-таки вздрагивал, но сосиску все равно съедал. А рассерженные сестры долго стыдили Мышкина. «Вот что, упрямый и противный Мышкин, если ты сейчас же не будешь нас слушаться, мы от тебя откажемся и сдадим в детский дом для беспризорных котов». Мышкин совсем расстроился. Детский дом для беспризорных котов ему не хотелось. Поэтому он жалобно замяукал, виновато сел на хвост и стал мыть свои уши. А Катя с Манечкой подумали: а может, кот не виноват? Может, ему сквозь его пушистые уши ничего не слышно? Может, надо крикнуть посильнее? Они положили на стол кусочек рыбы и заорали так, что стекла в раме затряслись. «Мышкин, не с места!» И для верности затопали ногами. Мышкина от страха чуть удар не хватил. Он подпрыгнул на месте, перевернулся волчком и бросился под диван. И с трудом втиснулся в узкое пространство между диваном и полом. «Ну вот, это другое дело», — сказали довольные девочки. «Теперь иди, ешь рыбу, мы разрешаем». «Спасибо», — думал Мышкин по дивану. «Попробуй вылезти, застрял я. Нет уж, никакой мне рыбы не надо. Тут спокойней, до чего довели. От такого крика можно психом стать». Зазвонил звонок, прибежала соседка. «Что здесь происходит? Что за крики? Что за топанье? У меня ваза с полки свалилась. Распустили детей, хулиганят направо и налево. Сейчас милицию вызову». Мышкин, слыша, что девочкам сейчас будет ой-ой-ой, захотел вылезти из-под дивана, но не смог и взвыл еще сильнее. «Так вы еще и животных мучаете? Бедный котик, зачем эти противные дети затолкали тебя туда?» Она сунула руку под диван, а кот как цапнет. «Ай! Глупый кот, весь в своих хозяев!» А пыли-то пыли, наверное, сроду не подметали. А пахнет-то, ой, пахнет
интеллигентное семейство называется анекдот, и возмущенно удалилась. С тех пор Катя с Манечкой больше не дрессировали Мышкина. Да он и так умный. А в цирке котам выступать не обязательно. Мы с удовольствием приглашаем на сцену большую дружную семью из старинного села Межадр Сысольского района. Раиса Дмитриевна Сыскина, глава семьи, заслуженный работник культуры Республики Коми. Без ее звонкой, задористой гармошки не обходится ни одно мероприятие села. Скажу вам по секрету, что когда мы получили заявку на участие в смотре, то были приятно поражены. Сыскины прислали целый сценарий своего выступления. И стихи, и песни, и танцы. Но мы подумали, такой семье талантов не занимать. Итак, встречайте, семейный ансамбль из Межадора, Раису Дмитриевну Сыскину, 2 ее дочерей и 7 внуков. Мы в Межадоре живем, совсем не скучаем. Пустышей не едим, с Наташей кулинаром. Хоть сверчок в горшке, все-таки с нагаром. Уля наша тоже повар. Сварит чай из топора. Всюду слушаем ее говор. На выдумку хитра. Наша Таня, свой художник, у нее позиция, поскорее научиться строить композиции. Ну а мамы просто чудом могут быть и чудом-юдом. Воспитатель и доярочка, вот какая парочка. Говорят, соседу Пете нарубили дров соседи, а наш Леша сам, с топором, да по лескам, взял пилу на полу, на колено взял полено, умеет сам колоть, пилить, сам и печку может растопить. Бабушка вяжет, а я помогаю. Нитки в клубочек тихонько мотаю. Рядом котенок мылычет и ждет, когда же клубочек на пол упадет. Алена, Гриша и Наташа, Андрей с гармошкой Саша. С утра в хлебу почти базар, Наташа там ветеринар. Много у бабушек с нами хлопот. Варят нам бабушек сладкий компот. Варежки теплые, надо сказать.
старые времена ни один праздник не обходился без ярмарки. Мы сегодня тоже от традиции не отстаем. Нынче прибыли на праздник мастера ремесел разных. Всяк имеет свой секрет, но для вас секретов нет. Рукоделья выставка у нас в клубе выставлена. Есть чудесные вещицы. Просим лично убедиться. На природном материале их умельцы создавали. Чтоб артисты собрались, смелости чтоб набрались, занавес наш закрываем, перерыв мы объявляем. Приглашаем вас на второй этаж посетить выставку «Мама, папа, я. Мастеров семья». Итак, мы начинаем второе отделение Республиканского смотра семейного художественного творчества «Родники семейного счастья». На сцену приглашается семейный дуэт «Желдак» из города Усинска, Галина Адольфовна и дочь Мария. Репертуар семейного дуэта весьма разнообразен. Здесь и джаз, и классика, и произведения современных авторов. Хачатурян. Отрывок из балета «Спартак». Встречайте!